Уважаемые жители Республики Амстердам-Мягкой, уважаемые братья и сестры, сегодня парламент Республики ратифицировал соглашение, которое мы подписали с главой Чеченской Республики по границе между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся во взаимопонимании, взаимодоверии, спокойствии и бдительности. Я прошу жителей республики не поддаваться действиям лиц, призывающим различным родом провокациям. Мы должны понять, что мир развивается к лучшему и не можем противоречить условиям демократического общества. Границы нужны и между соседними домами, и между регионами. И наш шаг – действия двух глав Республики Ингушетия и Чеченской Республики необходимо расценить как шаг к дальнейшему созиданию, братству, добрососедству, миру и спокойствию. Это поможет избежать кризисов в будущем. Еще раз хочу подчеркнуть, решение об определении границ принималось только руководителем республик без третьей стороны. Опять же, до этого решения работали наши комиссии. Пешком обошли всю границу. Подчеркиваю еще раз, ни одного сантиметра или метра земли друг другу мы не передавали, не отдавали, не уступали. Мы пошли по пути границы сложившихся 90-х годов, прекрасно понимая, что до этого, и тем более после этого, мы бы не нашли общего языка. Мы, прежде чем принимать решения, посмотрели историю 26 лет. Увидели, что отсутствие границы приводит только к постоянной эскалации за все эти 26 лет. Мы посмотрели вперед, что может быть дальше без границы. Понимая, что дальше может быть еще хуже, приняли решение о том, что между нашими регионами должна быть административная граница. Сегодня, благодаря нашим депутатам Чеченской Республики, парламента Чеченской Республики, это состоялось. И я прошу к этому отнестись как к государственной задаче. То, что в соцсетях или на улицах будут появляться упреки, будут призывы отдельных лиц, будут негативно оценивать наши действия. Мы это понимали с первого раза. Это жизнь. Никуда не денешься. В любом случае наступает момент жизни, когда кто-то должен принимать на себя решение. Мы, двое глав наших регионов, приняли это решение, приняли удар на себя, и мы отвечаем за этот закон. Но самое главное, еще раз повторяю, только по прошествии какого-то времени жители нашей республики и Чеченской республики поймут, насколько мы были правы. Обращаюсь к нашим депутатам. Дорогие депутаты, многие пытаются на вас повесить клеймо, что вы предатели. Вы не предатели, вы патриоты своей родины, своей республики, большой страны. А те, кто вас называет предателем, вот они предатели. Надо только задуматься, кому выгодно противостояние между нашими республиками. И тогда мы поймем, кто предатель. Мы, или вы сегодня, дорогие депутаты, приняли важное решение, поддержали то соглашение, которое мы подписали. И этим мы закрепили наши границы, сделали все, чтобы в последующем минимизировать любые угрозы на наших границах. Я понимаю, что каждый человек волен думать так, как хочет, как ему позволяет время, должность, ответственность. Но поверьте, мы, главы субъектов, в том числе и я, и мой коллега и брат Рамзан Кадыров, думали не только о себе, не только о сегодняшнем дне, не только о том времени, когда наше время, вот наш срок мы руководим регионами, а мы думали на многие-многие десятилетия вперед. Дорогие жители республики,
То, что мы не верим власти, тем, кто руководит, началось не сегодня, это было всегда, к сожалению. Вопрос только в том, когда мы научимся отвечать за себя, за свои дела, доверять тем, кто вами руководит. Все мы любим делать ссылки на изучение Священного Писания, на хадисе пророка Далсмулут. Мы много говорим пословиц и повторяем слова наших предков, стариков. Но почему-то в жизни все наоборот. Почему многие не видят, за кем вы идете, кто вас призывает, куда и как отразится это на остальных людях. Отдельно обращаюсь сегодня к тем, кто сегодня прибыл в Магаз, организовал здесь митинг, и сегодня не хочет расходиться, не хочет уходить домой. Для меня понятно, после того, как я увидел организаторов, лидеров так называемого митинга, какую цель, оно и так было понятно, какую цель вы преследуете. Дорогие жители, повторяю еще раз, те, кто вас организовал к этим митингам, поверьте мне, им нет дела до границы, им нет дела до взаимоотношений между нашими народами. Они совершенно о вас не думают. Поэтому я просил бы вас не позорить республику, не выставлять ее в таком цвете. То, что я за 10 лет руководства республикой создал вам комфортные условия, сделал все, чтобы вы чувствовали себя в демократическом обществе, не говорить о том, что вы должны так нагло нарушать законы и так позорить нашу республику. Я еще раз призываю всех, разойдитесь по домам, а те, кто меня слышит, находится дома, заберите своих стариков, в первую очередь, заберите своих молодых ребят домой. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу это всех услышать и понять. Налборца Болбы, Налтяха и Беркативон.